Далее смотрите брифинг оперативного штаба по эпидобстановке в регионе. Узнаем, сколько человек заразились коронавирусом за минувшие сутки и мерах, принимаемых против инфекции. Предлагаем послушать. Ольга Валерьевна, здравствуйте. Расскажите о эпидситуации на сегодня в республике. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. В республике по данным управления Роспотребнадзора за прошедшие сутки зарегистрировано 199 случаев заболеваний новой коронавирусной инфекции. Но необходимо обратить внимание на то, что все-таки продолжают болеть ребятишки. И 50 детей заболело, и находятся все, кто заболел, и выявлены, их контактные лица выявлены, все находятся на лечении наших учреждений здравоохранения. Из 149 взрослых непривитых у нас, соответственно, 143 человека, это 96%. Обращаю внимание, что у нас продолжают болеть непривитые граждане. Сегодня в стационарах республики чуть меньше народу получают лечение, 1051 пациент. При этом в состоянии средней тяжести находится 958 человек. В тяжелом состоянии 93 пациента, при этом 91 пациент не был привит. И, соответственно, врачи дальше продолжают во всех улусах и в республиканских больницах бороться за их жизнь. Сегодня в отделениях реанимации 16 крайне тяжело больных. Соответственно, вся аппаратура работает, соответствующий кислород есть, лекарственное обеспечение, а также в должной мере они обеспечены. Наиболее напряженная остается заболеваемость и ситуация по заболеваемости. За сутки 39 новых случаев в Нюрнбергском районе, в Алданском 23, в Мегино-Кангаласском 8. Обращает внимание, дальше продолжает обращать внимание Алёкминский район, Хангаласский район. Обращаю внимание на Алёкминский район и еще раз обращаю внимание на то, что если по самому Алёкминску, как городу, достаточно высокий уровень вакцинации населения, тем не менее главам муниципальных образований Алёкминского района поселенческого уровня необходимо активизировать деятельность для того, чтобы и свои действия, для того, чтобы Новый год люди встретили в более защищенном состоянии. В противном случае оперативным штабом района будут приниматься непопулярные к Новому году меры. Первым компонентом республики привито почти 70% взрослого населения, это 506 019 человек. Свыше 80% у нас уже ревакцинировано в таких районах, как Абыйский, Алайховский, Верхнеколымский, Жиганский, достиг 80%. И Ленский район, Момском, Нижнеколымском и Среднеколымском. В двух районах у нас уже вакцинировано больше 90%. Это Алайховский и Момский районы. В Якутске у нас на сегодня, как в столице республики, привито 74,2% взрослого населения. Остается в антилидерах по вакцинации у нас Чурапчинский район, где привито меньше 60% взрослого населения. И, соответственно, там на особом контроле стоит вся ситуация по вакцинации. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, у нас через 2 года наступает наш самый любимый праздник – Новый год. Очень хотелось бы, чтобы в этот Новый год отдохнули не только жители от болезни, но и наши доктора как можно имели меньшую нагрузку. Осматривая и анализируя сегодня тяжелых в наших больницах, необходимо обратить внимание, что вновь участились случаи, связанные с поздним обращением в наше учреждение здравоохранения. Прошу вовремя обращаться в учреждение здравоохранения, все соответствующие линии работают. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, вчера был подписан указ главы республики, по которому определены ряд мер, направленных, соблюдение которых смягчения, предусмотренные по которым возможно лишь только при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. Открываются и разрешается работа детских игровых комнат в соответствующих учреждениях. И хотим обратить ваше внимание на то, что посещение таких комнат возможно лишь только с привитыми родителями. В связи с этим, кроме того, организаторы этих комнат обязаны соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования как по дезинфекции помещений, так и по соответствующему контролю за поведением детей.
Кроме того, соответственно, принято главой республики продлить работу общепита до 0 часов. Необходимо обратить внимание, что мера связана как и с тем, что, в общем-то, у нас впереди с вами и Новый год, так и с тем, что сегодня непосредственно административные комиссии докладывают о соблюдении нормами нашего общепита, связанные с QR-кодами. Обращаем ваше внимание, что, тем не менее, требования по QR-кодам остаются, требования по вакцинации остаются. И те, кто еще не успел вакцинироваться, но желает посетить новогодние корпоративы, соответственно, приглашаем на вакцинальные пункты. Спасибо, Ольга Валерьевна. Это был брифинг по эпидобстановке в Якутии. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь на нашем канале.